Телеурок. Добрый день, дорогие первоклассники! Я рада приветствовать вас. Зовут меня Ирина Николаевна, и я проведу с вами урок математики. Тема нашего урока – сложение вида плюс 5, 6, 7. Сегодня на уроке научимся объяснять и обосновывать сложение вида плюс 5, 6, 7. Узнаем переместительное свойство сложения. Сможем использовать его при сравнении чисел и вычислении. Телеурок. Вот звенит уже звонок. К нам приходит в класс урок. Но приходит не один. Гость какой-то идет с ним. Во Вселенной есть Луна. На Луне стоит гора. В ней пещера глубока. В той горе лежит яйцо, а в яйце сидит оно. Кто ты? Как здесь появился? От кого ты зародился? Что вообще за существо? Ты пушистый незнакомец, фиолетовый малыш. Чей же ты? Скажи, детеныш, чей пушистый ты, крепыш? Как в пещере оказался и один совсем остался? В гости тебя и к себе просим. Будешь нашим лунным гостем. Кто же к нам сегодня пришел в гости на урок? Правильно, Лунтик. Лунтик очень любит детей, поэтому он здесь, чтобы лучше познакомиться с вами. Но пришел он не один, а со своими друзьями. Начнем наш урок с зарядки для ума. Одному из друзей Лунтика нужна наша помощь. Отгадайте загадку и узнаете, как зовут друга Лунтика. Ворчливый я, стихи пишу, и паутины я плету. Я Лунтика не понаслышке знаю, из паутин своих всегда освобождаю. Конечно, ребята, это паук Шнюк. Паук Шнюк начал плести очень красивые паутины, но никак не может их закончить, ведь паутина у него необычная, а с узорами. Шнюк никак не может понять, какого узора ему не хватает. Помогите пауку подобрать узор для этого. Сосчитайте от 5 до 10. Сосчитайте от 11 до 16. А теперь сосчитайте от 20 до 9. А сейчас посчитайте от 14 до 20 через 1. Внимательно посмотрите на девиз нашего урока. От маленьких к большим открытиям. А от чего маленьких? Вы узнаете, если расположите данные числа в порядке возрастания и прочтете слово. Итак, запомните, наш девиз от маленьких проблем к большим открытиям. Для того, чтобы у нас не возникало больших проблем, а были только лишь большие открытия, необходимо провести математическую разминку. Мы с вами поиграем правильно, неправильно. Если ответ правильный, вы поднимаете руку.
А если неправильный, то молчите. 8 больше, чем 4. 10 – это 6 до 4. Сумма чисел 9 и 3 равна 8. К нулю прибавили 4 и получили 5. Хорошо, справились. У Акылай было 8 шариков. Ей дали еще 4. У Акылай стало 12 шариков. Прекрасно вы справились. Молодцы, ребята. Паук Шнюк очень благодарен вам за помощь. Еще один друг Лунтика подобрал вам задание. Отгадайте, как зовут друга Лунтика? В прошлом был он генерал. И красавец, и удал. Он спасал когда-то мир. Помнит то его мундир. Да, это генерал Шер. А теперь посмотрите на задание генерала Шера. Сравните равенство. Что вы заметили? Слева выражения одинаковые, а справа разные. Какой математический закон используется в первой строке? От перестановки слагаемых результат сложения не изменяется. Как прибавили число 5 во второй строке? Чтобы прибавить 5, можно сначала прибавить 2, а потом еще 3. Где быстрее посчитали? Правильно, в первой строке. Еще один друг Лунтика пришел вместе с ним к нам в гости. Отгадайте, кто это? Друг я Лунтика и Кузи. Нектар я собираю, с цветочка на цветочек легко перелетаю. Да, это пчеленок. Нам нужно пчеленку объяснить по таблице на странице 15 задание. Будем разными способами прибавлять число 5, 6, 7. Рассмотрите рисунки. Сколько желтых книг стояло на полке? 2. Сколько синих? 5. Посмотрите на записи и объясните, как гномы придвинули к 2 желтым 5 синих книг. Выполним действие. Положите на стол 2 желтых квадрата. Сначала придвинули 2 синие книги, потом еще 3. 2 плюс 5 – это 2 плюс 2 плюс 3. Знак равно 7. Как по-другому можно было бы поставить 5 книг? 4 плюс 1. 3 плюс 2. 1 плюс 4. 2 плюс 4 плюс 1 равно 7. 2 плюс 3 плюс 2 равно 7. 2 плюс 2 плюс 3 равно 7. 2 плюс 1 плюс 4 равно 7. Посмотрите на второй рисунок. Что заметили? Как еще можно найти значение выражения 2 плюс 5? Правильно, поменять местами.
какой способ показался вам самым удобным? Молодцы, ребята! А теперь отдохнем и выполним физкульт-минутку. Мы ручками похлопаем, мы ножками потопаем, качаем головой. Мы ручки поднимаем, мы ручки опускаем. И за работу на уроке потом приступаем. Молодцы! Телеурок. Отгадайте загадку. Вот пчела, ну так пчела, очень добрая она. И готовит, убирает, пирожками угощает. Кто это? Да, ребята, это баба Капа. Баба Капа предлагает всем вместе решить пример. Давайте запишем пример. 7 плюс 6. Посчитайте, сколько у меня на доске синих квадратов. 7. Нарисуйте в своих тетрадях столько же синих кругов. Сколько надо прибавить к ним желтых квадратов? 6. Как мы с вами будем прибавлять число 6? По частям. Сколько надо сначала прибавить? 3. Почему? Потому что в верхнем ряду до 10 не хватает 3. Нарисуйте в верхнем ряду 3 желтых квадрата. А сколько квадратов вы нарисуете в нижнем ряду? Тоже 3. Значит, на какие части разложим число 6? На 3 и 3. Почему? Потому что 6 – это 3 и 3. Итак, сколько прибавим сначала? 3. Сколько получилось? 10. Сколько прибавим потом? Еще 3. Сколько получилось? 13. Итак, давайте сделаем вывод. Чтобы прибавить к числу 6, надо прибавлять по частям. Дополнить его до 10. Таким же способом можно прибавлять к числу и 7. Молодцы! Баба Капа довольна вашей работой. Итак, давайте сделаем вывод. Чтобы прибавить к числу 6, надо прибавлять по частям. Дополнить его до 10. Таким же способом можно прибавлять к числу и 7. Молодцы! Баба Капа довольна вашей работой. Ребята, еще один друг Лунтика, кузнечик Кузя, предлагает вам решить задачу. Гуля вышила 5 цветочков, а Динара на 2 цветочка меньше. Сколько цветочков вышила Динара? Сколько всего цветочков вышили девочки? С условия задачи известно, что Динара вышила меньше на 2 цветочка. Сколько вопросов поставлено к этому условию? 2. Ответим на первый вопрос задачи. Узнаем, сколько цветочков вышила Динара. 5 минус 2 равно 3 цветочка. Можно сказать, что мы решили задачу?
Нет, так как есть второй вопрос. Нужно найти, сколько всего цветочков вышили девочки. Мы знаем, сколько цветочков вышила Гуля и сколько цветочков вышила Динара. Узнаем, сколько всего цветочков вышили девочки. 5 плюс 3 равно 8. Ответ. Динара вышила 3 цветочка, а девочки вышили вместе всего 8 цветочков. Наш урок подходит к завершению. Давайте подведем итог. Сегодня на уроке научились объяснять и обосновывать сложение вида плюс 5, плюс 6, плюс 7. Узнали переместительное свойство сложения и можем использовать его при вычислении. Молодцы! Лунтик со своими друзьями очень рады за вас. Посмотрите, ребята, какое счастливое солнышко появилось на экране. Оцените свою работу рисунками-бантиками. Подарите свой бантик солнышку. Красный. Я все понял и не ошибся. Серый. Я понял почти все, но немного ошибся. И синий бантик. Мне нужна помощь учителя. Спасибо, ребята, за урок. До свидания. До новых встреч.